Вот. Но сегодня у нас состоялось очень классное событие. Я хочу передать слово Лыкову Алексею Дмитриевичу. Это компания «Сплавтика», которая более подробно нам расскажет, что мы сегодня запустили, какие цели мы будем преследовать, ну и вообще в целом расскажет много историй. Спасибо. Здравствуйте. Сегодня мы запустили стратосферный аэростат. Это наполненный газом метеорологический шар с подвеской и с контролем телеметрии. В качестве подвески использовался детский спутник. И он, согласно прогнозной траектории, сейчас поднимается в стратосферу, должен достичь где-то высоты километров 30, плюс-минус километров. И в некоторых источниках эта высота считается ближним космосом. Это потому, что аппаратура на этих высотах выдерживает воздействие, сравнимое с космическим пространством. То есть там очень низкое давление, низкие температуры, высокий уровень солнечного излучения и высокий уровень заряженных частиц. Поэтому тот спутник, который вот ребята собрали, он вполне на себе испытает все воздействие космоса, примерно так же, как если бы он летел в космос по-настоящему. После того, как оболочка достигнет своей максимальной высоты, она лопнет, вся подвеска на парашюте спустится на Землю, мы ее подберем и получим уникальные данные с этих высот, в том числе результаты испытаний той аппаратуры, которую ребята собрали. Это очень интересный эксперимент, который покажет, насколько вот эта идея построения спутника действительно работает в настоящих и реальных условиях. Нам еще повезло с погодой, потому что над нами стоит антициклон, и сейчас буквально мы можем наблюдать этот шар, который висит над нами сейчас в стратосфере, и, соответственно, попробуем увидеть его, как он спускается тут вот недалеко, на другом берегу реки. Поэтому, в общем, у вас пуск получается очень уникальный по нашему опыту. Можно перевести, можно, да? Как-то. Hello. Yeah. It's just about the stratospheric zone will flow up, they rise up to the maybe 30 and more kilometers, and it will explode. And it's some people actually think that this is the very much a low limits of the so-called the outer space. So at that very height, at that very distance, all the equipments that we have put in your zone or your probe will experience almost the conditions that is very near to the real condition in the open space. So that is why this particular test we have carried out today. For testing whatever you have, the equipment that we put into this probe. So we're going to get the information back in a couple of hours, and then we'll see. It is in fact available now even, да? А где это стоит у вас? Где стоит вот это? Где стоит вот эта штука? Телескоп на крыше, а выход? Приемная станция перед дверью. Окей, there is на этом самом, на компьютере где-то видно, да, у нас экран? Около входа, да. Okay, so next to the door, you can see the picture that actually transmitted from the probe. So in fact, we're receiving the signal now and getting this picture conveyed to the device which is we put next to the door here, right? Спасибо, большое спасибо за отличный перевод, но я также хотел сразу передать слово вам, как одному из главных организаторов данной конференции, данного направления, и немного рассказать в целом про космонию, про ее историю, что это не первый год, что эта программа у нас ежегодная. Спасибо. Ну, значит, я хочу кратко рассказать, да, Малая Академия Наук существует в форме, значит, уже в той форме, которую вы сейчас видите, давно. Дело в том, что мы были созданы 25 лет тому назад
как раз по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, и он тогда назывался физико-математический форум «Ленский край». И как только мы начали работать 25 лет тому назад, сразу возникла идея, что мы должны заниматься очень продвинутыми исследованиями, особенно теми исследованиями фронтирных научных, которые касаются исследования ближайшего космоса, то есть так называемое дистанционное зондирование Земли, строительство значит, космических маленьких аппаратов, также ракетостроение. Вот как раз у нас сидит Юрий Николаевич, который был зачинатель этого все дела, да, так сказать. Ну и следующее, то, что мы значит, начали с этим работать, это то, что ребята очень активно вовлечены в ситуации, которая у нас называется строительство кубсатов. Кубсат — это очень маленького размера, значит, практически рабочие или образовательные, значит, спутники, которые на самом-то деле отрабатываются все те важные методы, которые нужны для того, чтобы создать и испытывать настоящие космические аппараты, особенно аппараты малого размера, так называемые малые космические аппараты. И у нас большая программа в Малой академии наук как раз заниматься данными проектами, потому что они дают нашим как раз участникам очень много нового опыта, создают возможность для того, чтобы они занимались продвинутыми инженерными проектами. Дело в том, что если вы сами занимаетесь, то вы, естественно, очень хорошо это все будете понимать и знать. Дело в том, что только работая руками, зная все это, да, можно достичь высоких результатов. И для нас очень важны вот эти фронтирные проекты. И на данный момент вот у нас сидят здесь ребята, которые этим занимаются, очень благодарны Дмитрию Зуеву, да, кстати, из университета Решетнева, который нам помогает в этом проекте. У них свои уже есть маленькие спутники, которые запущены, да, кстати, работа уже идет, образовательная. Давно мы тоже в этом деле вовлечены. У нас здесь находится Центр управления полетами, который следит за теми спутниками, которые отправлены и сейчас летают над нами. И оттуда ребята получают информацию, мы получаем информацию. Все это у нас идет по сетевому проекту в разных, значит, школах, которые с нами партнерятся. И ребята, которые находятся даже далеко отсюда, могут сразу к нам заходить на наш сервер и получать информацию отсюда. Также вот, соответственно, и доктор Зуев тоже получает данную информацию. Также ведь, да, и управляем отсюда спутниками. Например, у нас был очень хороший случай, когда было изменение направления спутника, да, который летал где-то рядом с Австралией. Отсюда было изменение, да, так сказать, которое мы как раз ребята здесь произвели. Это было замечательно. Об этом может очень хорошо рассказать Артем Мартин, который вот как раз здесь обучающийся 10 класса из физико-технического лицея. Я вот немножко расскажу, а потом вам передам слово. Да? Значит, он как раз занимается тем и знает всю эту вот структуру, которая у нас организована. Дело в том, что мы эти спутники хотим создавать для того, чтобы обучать наших школьников по всей Якутии, да, и можно из всех частей России, если есть таковые, да, так сказать, наши школы-партнеры, они могут спокойно, свободно пройти, да, так сказать, и совместно с нашими, значит, членами нашей академии заниматься программированием, управлением данных космических аппаратов. Надежда у нас такая, что мы в дальнейшем в конце этого года запустим свой малый космический аппарат, о котором как раз тоже расскажет Артем Мартин, потому что он активно этим занимается сейчас, строительством данного космического аппарата. Ну и, соответственно, значит, у нас возможность такая, продолжение этого проекта. Может быть, мы благодаря этому сможем сделать целую флотилию, или как называется, констелляцию, да, так сказать, этих спутников, группировку данных спутников, которые может быть потом использована для исследования Якутии, изменения климата, изменения всех тех процессов, которые быстро происходят на территории Якутии, ну и ближайших регионов. So I'm just going to tell you a little story that we've been established in 1999. At that time, we started as a forum for the physics and maths for the gifted children of Yakutia, and then we became an academy for science, which is called the Junior Sakha Science Academy. Now we call the Sakha Science Academy. Basically, we been looking on
practical projects, especially the one which is you can do in experiencing now, carrying out all sorts of interesting engineering projects, because if you do something with your own hands, you get more experience and you start knowing. This is a very great and important principle. You may learn things, you see, but without any practical outcomes, it will be completely useless knowledge whatsoever. So in order to achieve a high and better results and get the real knowledge, you have to work out how to make things, and it is very important that we started this space program, engineering program for quite a long time ago. Especially we started with the launch of small rockets, like you have seen today. A couple of days ago we had almost launched 4 different small rockets, and then we also have this interesting project with a small satellite, which is called the Small Space Device, which is you tested today by sending a stratospheric balloon probe to 40 or so kilometers up, and then you're going to have all the data which is you're going to process later on. It will give us some insight into how the whatever devices you have put and sensors work there, and then it will be used for the real satellite launch that we're going to have at the end of this year. And then if it is going to happen, we always welcome you guys, you see, who took part in this interesting project to come and to see the launch. And then we will receive the results all together. It will be very interesting. And then we have also here a very distinguished and important guest of ours, Dr. Zuyev, who has been helping us from the Reshetnev University in Krasnoyarsk, and also we have a Dr. Romanov, who's been working for the rocket program for many years now, and also he's established this program. And then we have Artem Martin, who's also a student. He's actually 10-year student, 10-year student from a school in Irkutsk, which is called the Physics Technical Lyceum. And he's been, for a couple of years, the head of this satellite project that we're going to launch. And then I'm going to give him a few words so he can tell us about this story. You see, по-русски, да, скажете? Раза 3. Ну, отлично. Ну, впрочем, всем здравствуйте. И так, как уже сказали, я ученик 10 класса, но я сижу здесь, и я немножко расскажу об этом, почему так. Ну, вообще, я просто очень долго уже занимаюсь по космической программе в Малой академии наук, участвую в ней с первой космоманией, которая была в 2021 году. И мы вот с Юрием Николаевичем, это мой педагог и наставник, уже который год занимаемся построением малых спутников, который называется CanSat. То есть, как вы знаете, мы сегодня запускали CubeSat, но есть CanSat. И CanSat отличается от CubeSat тем, что они размером с банку, можно сказать, Кока-Колы. Вот. И вообще, о чем бы хотел сказать, на самом деле, вот Василий Климович очень правильно сказал, что когда ты занимаешься прикладной инженерией, это намного интереснее, чем когда ты занимаешься теоретической инженерией. Потому что, я думаю, каждый из вас согласится, что намного интереснее увидеть, как ваш аппарат залетает на 40 километров в высоту, чем посмотреть фотографии в презентации. И поэтому это является огромным стимулом для каждого, кто сидит здесь, потому что раньше такого опыта многие, думаю, могут сказать, что не было. И вообще очень классно, что у нас в этом году получилось запустить настоящий CubeSat, потому что на Космонавте в прошлом году мы изучали только теоретические аспекты и занимались тоже только теоретическими аспектами данной работы. И вот, как Василий Климович сказал, мы скоро собираемся запустить МКА уже на орбиту, то есть, получается, будет якутский спутник, с которым смогут также работать ребята на уже следующей космомании. Вот. На нем будут стоять микроконтроллеры, и каждый из вас сможет запрограммировать какую-то свою задачу и получить данные с орбиты Земли. Вот. Что еще можно сказать? Все, наверное, по-английски скажете чуть-чуть, да? Что вы хотели сказать? Ничего, это нормально. So, to tell in English, I want to say that it's very important stuff to work with mechanical, not with theoretical, because when you're working with theoretical, it might be a little lazy, clumsy, I don't know how to say it correctly, because when you're working with the
stuff that you can touch. It's many times interesting, I say, for you, and you will understand me. So, and also I want to add information about we're going to launch the orbital satellite in the next year, and we're very, I want you to see you next year, because we will program it and work with a real orbital satellite. So it will be 12 microcontrollers that you can program and get any information about any conditions on the orbit. And yeah, that's probably all. Окей, спасибо. Артем, большое спасибо. Мне кажется, ребята, для вас очень важно, чтобы вы видели, к чему нужно стремиться, что Артем участвует в каждой программе ежегодно, уже будет участвовать именно в запуске спутников, которые не так же будут сами разрабатывать, что, ребят, у каждого из вас тоже есть шанс пробиться, нужно просто очень плотно, много работать, интересоваться, не терять ту самую нашу главную черту детей, это любознательность. Всегда открывать для себя что-то новое, общаться с экспертами, с друзьями, с учителями, и тогда у вас все так же классно получится. Я хочу передать слово Владимиру Анатольевичу, директору целевого фонда будущих поколений, который постоянно поддерживает не только нашу программу «Космоманию», но и в целом Малую академию наук, поддерживает во всех ее, так скажем, словах и продвигает, всем помогает нам. Можно я? Добрый день, дорогие ребята, добрый день, уважаемые гости. Есть ли у вас мечты? О чем мечтаете? Сегодня я услышал некоторые мечты ребят из Гонконга, которые мечтают изменить человечество, победить некоторые болезни. Наверняка у некоторых у вас мечты связаны действительно с космосом, раз вы здесь находитесь, да? У нашей небольшой группы, которая работает над запуском малого космического аппарата, есть мечта, чтобы, наконец, наш спутник оказался в космосе. Сегодня мы оказались на шаг ближе к осуществлению своей мечты. И также я хотел сказать, что когда 10 лет назад я возглавил физико-математический форум «Ленинский край», это учреждение, которое потом было преобразовано в Малую академию наук, у меня была мечта построить очень хорошее здание с хорошими лабораториями, где такие ребята, как вы, могли бы творить, делать проекты, мечтать. И вот эта мечта сбылась 2 года назад. 12 апреля 2022 года это здание заработало. А сегодня мы с Василием Климовичем также мечтаем о том, чтобы здесь, на территории долины Аркяни, на родине первого президента нашего Михаила Ефимовича Николаева, была технологическая долина. Мы сейчас это называем научно-технологический кластер Ленинский край. И, возможно, как раз-таки новое здание кампуса Ленинского края, новое здание технопарка будет стоять именно на том месте, откуда сегодня полетел в малый космос наш стратосферный зонд. Поэтому сегодня такое историческое событие. 1 апреля 2024 года, говорят, это особый день, да? Но мы думаем, что это день, когда наши мечты могут начать сбываться. Я желаю вам всем, чтобы наши мечты сбывались. Большое спасибо. And now, Okay. Just a translation. So it's all about the dreams, and today I have witnessed and heard the dreams of some of the members of Hong Kong delegation, which has very much inspired me about the fighting and defeating the diseases that are very much making life miserable here, and also for the human beings, and also the dreams are the most important things. And today we saw how our dreams come to some fruition. For example, sending up the stratospheric probe is also one of the accomplishments of some of our dreams. And today, for example, I can honestly say that I was the previous president of the academy, and with Dr. Pavlov, I
been working on how to build this building about 2 years ago. We just opened the doors here, and before it was an empty space, and we used to launch rockets from this particular site, and now we have a building here. And obviously from the site where we have launched the stratospheric probe, we may in very sort of near future we're going to have a new buildings of a university that we are hoping to open here in this valley. So we very much welcome this vision and also the dream that we have, and we very much hoping that you will come to visit us in this very interesting endeavor that we're going to have. And thank you very much for attending and having great dreams. Thank you. So now I want to ask some questions from our colleagues, from our friends. Please tell us about your impressions about our satellite and about our joint future plans. Oh, okay. All right. First of all, I would like to be grateful to have this international collaboration between Hong Kong and Russia. And so thank you, Dr. Pavlov, for giving our students this very unique opportunity to involve in this historical moment, to build the first satellite, on this special aerospace engineering project. And back to the plan, because I think it's a very good start, because we'll see, because I mean, during the past week, we can see all the students, not only students from Hong Kong, but the students from local, and everybody has the same goal to make it happen. I mean, this is very appreciated, and as what Dr. Pablo was saying, that for gifted students like you all, we need a platform for them to excel and to experience something new and for future development. So this is very important. I really appreciate everybody's the heart, the passion to make it happen. So today is only the first step to, for this aerospace engineering project, and we are hoping, that the November one, the real one, and also the second and more satellites in the future to have more data for the, human development or to solve any any concern, the human are facing. Thank you. Идея очень простая. Спасибо огромное то, что вы нас пригласили, и мы принимаем участие в этой замечательной инженерной школе. Благодарим доктора Павлова за эту такую уникальную возможность, которая предоставлена для детей Гонконга, которые вместе с детьми России участвуют в этом замечательном проекте по созданию малого космического аппарата и созданию небольших прототипов для этого. Что самое важное, нужно сказать, что надо действительно работать с одаренными детьми. Если они работают и в практических проектах, то получается очень большой прогресс, и это действительно очень важно. И мы считаем, что это только первый шаг, потому что в дальнейшем мы думаем, что в конце этого года, в ноябре, может, месяце, так сказать, будет запуск настоящего космического малого аппарата, тогда уже это уже полученные данные могут быть использованы и использованы для развития будущего и для будущего развития человечества. Спасибо огромное. Okay, good afternoon, students and guests. Okay, first of all, I'm really happy to today we make a history. Okay, we have launched Hong Kong, the first satellite. So I'm proud of our students. You guys do a great job. Okay. Yes, okay. So it's not easy. It's not easy, as I know that some students do overnight, work overnight, and also the other guys work really, really hard on planning, even to making the final product. So I'm really proud of you, okay, students. Okay, so we give a big hand to them. So we give a big hand. Okay, not only the Hong Kong 10 students, also the professor, the tutor, and also the local student. They also work really hard for making this satellite and making this historical moment. So I know that this is not easy, but I think this is not the end of the story. Okay, I think this is just a step. Okay, we built it from the Hong Kong point of view. This is the first satellite in Hong Kong
students. But I think they will be a second, third, and go on. So we learn a lot. Okay, in the coming few weeks, past few weeks, we learn a lot. We have done something wrong. Okay, we have made some failure experience, but it is good for us to learn. Okay, so it is our asset for us to go to the next step. Okay, we will pick a next, second, third, and coming with a lot of satellite. And finally, we have to learn and to build satellite for our future and for hope we have a better world. Okay, so students, no matter Hong Kong and local, okay, try your best to make the world much better. Okay, thank you. Перевод. Сегодня мы были в историческом событии, запуск стратосферного зонда и как раз тестирование малого космического аппарата, получается, спутника. И это впервые в истории Гонконга, когда дети из Гонконга, одаренные дети, участвуют в этом проекте. И для нас это очень историческое большое событие. Но это только начало. Думаем, что еще и будут новые проекты, которые вместе как раз будут еще и углублять это, развиваться. Очень благодарен нашим молодым, одаренным детям. Вот сейчас сидят наши двое, особенно те, которые не спали несколько ночей и делали это. Молодцы, спасибо огромное им. И очень благодарны профессорам, нашим экспертам и прочее, которые помогли. Огромное спасибо команде доктора Зуева за прекрасную такую работу и помощь нашим детям. Спасибо большое, и мы надеемся, что это принесет пользу для всех нас, и для якутских детей, для гонконгских детей, для того, чтобы мы построили лучшее, хорошее будущее для всех. Спасибо. Юрий Николаевич, наверное, к вам последний вопрос, после чего мы начнем стратегическую сессию, начнем нашу пресс-конференцию в режиме вопрос-ответ. Самый главный вопрос, который мы хотим вам задать сегодня. Что дальше? Какие планы? Дальше еще выше. Еще выше уже настоящий космос. В конце года, в начале следующего года мы ожидаем быть уже на орбиту. Если сегодня на стратосферу, то в следующем году мы выйдем в планах на орбиту. Ну, наверное, я среди всех нескромно отмечу, что самый счастливый человек я, наверное, сегодня, потому что ровно почти 20 лет назад здесь я начинал рядом с зданием, старым зданием, первые робкие шаги по космическому инженерному образованию. Ага. И как-то что-то предсказало мне, что здесь именно эта идея, именно космическая инженерия, на этом месте как раз получит поддержку. И я очень счастлив, что в моем педагогическом пути встретились такие менеджеры, управленцы, директора, ректоры, которые меня поддержали и меня верили. Это в первую очередь Владимир Анатольевич и Василий Климович. Без их веры такое большое дело, как выход на стратосферу, может быть, даже не удалось. Владимир Анатольевич своей настойчивостью 8 лет назад выбил для республики Кванториум. Из Кванториума вышли, из космоквантового Кванториума вышли Андрей Петров, Тимур Ларионов, сейчас обучаются наши ребята, сюда пришли молодое поколение кванторианцев. И эти ребята сейчас являются студенты ключевыми фигурами в деле выхода на орбиту. Они строят настоящий космический аппарат. И благодаря настойчивости именно управляющих от образования. Еще раз большое спасибо. Василий Климович, Владимир Анатольевич. Спасибо. So, first of all, I would like to say that I'm the happiest man here today, because about 20 years ago we started in a very small group of students in a wooden hut here, this space program.
it was a very simple occasion and extremely simple condition that we have started the onset of the program itself. And now we in fact launching something which is extremely substantial, and in the end of the year we may expect to send a real satellite into the space, which will be the most amazing achievement that we have so far. And I'm extremely happy to say that I have come across with the most wonderful people in my life, especially Dr. Egorov and Dr. Pavlov, who actually helped me to sustain my dream in getting these things done, and especially the way how they actually managed to make it happen. And I'm very much thanking especially Dr. Egorov for getting the technical park called the Pontorium to Yakutsk, which is also very important because we have several experts here that taking part in this very school, gone through these particular projects and acquired all the experience necessary to carry out this space program. И, конечно же, первый президент Михаил Ефимович Николаев, который дал первый самый большой толчок, именно вот, который вот, увидел нашу работу, да, и вывел нашу работу уже на российский уровень. Вот. And especially I have to mention the name of our first president of the Republic, Mr. Nikolaev, who was very much instrumental in getting all this setup done and on foot, and especially he realized all our dreams and get all of them into the level of federal projects and so on, and get all the real fundings that was necessary for that project. Thank you. Да, большое спасибо, Евгений Николаевич. Мы очень рады. На самом деле я впечатлен тем, что каждый ученик приложил усилия именно в запуске ракеты, в запуске стратосферного спутника, обработке данных, регистрации ОНЧ сигналов. То есть наша космомания — это не только запуск, конечно же, стратосферного спутника. Здесь 4 направления, 4 очень важных направления, которые, надеюсь, в дальнейшем дети будут развивать и изучать для себя что-то новое и интересное. Okay, I'm very happy that we have 4 directions of our scientists in this program. First of all, it's remote sensing and space crafting, rocket science, and atmospheric research. And I'm very happy that in this program, all children, all our students work together and build very interesting things. And I hope that in the future that they will be work hardly and make very interesting and important things. So, давайте мы начнем нашу сессию по вопрос-ответ. У нас осталось немного времени. Если желающие задать вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Есть 2 микрофона любым из нашим экспертам или гостям. Спасибо. Все уже сказали. В следующем году планируется какая-то тоже международная выставка в МАН? Да. Я могу ответить, да, действительно, мы планируем в следующем году, особенно летом у нас, возможно, будет хорошая сессия такая, ну, то, что мы называем Международная исследовательская школа, да, так сказать, Якутская международная исследовательская школа, которую мы хотим в следующем году сделать совместно, да, тут опять же мы пригласим детей из Гонконга и прочее, ну, и нас, наверное, будет смена еще вот по космомании такая же, да, так сказать, мы очень надеемся на это, да, так сказать, что мы сможем в дальнейшем это еще продолжить. So, especially talking about the plans, next year we're going to have a summer research, international research school, which will be very much an international affair. We're going to invite kids from Hong Kong and also from other countries, which will be fantastic. Last time we had the 3 or 4 the sessions of this kind of international science schools. We had almost like 25 countries involved and hundreds of students from different countries, even from the States and so on. But next year I think we're going to have kids mostly from Asia, Asian countries, maybe Mexico and Brazil and so on. So, and also be some kids from South Africa. So who actually wants to come and do some research during the summertime? I think it will be quite interesting because in summer there's much more things to do, really. So last time we had some kids from Hong Kong as well. They enjoyed this summer experience here.
especially, Dr. Patrick Lam also brought some of the kids, here. Maybe hundreds of kids were from Hong Kong being here to Irkutsk, in fact. So some of you even, I think the Adrian Lee showed me a picture, yeah, of me with some of the kids, yeah. I don't know, he's actually got it from some, of his acquaintances, from the previous group of kids, from Hong Kong that actually visited here, Irkutsk. So that's it. Спасибо. Ну, ребят, коллеги, друзья, еще вопросы? Если вопросов нет, я хочу передать слово Дмитрию Михайловичу, который сообщит нам интересные новости уже по нашему стратосферному спутнику, который... Всем добрый день. Ну, в общем-то говоря, всех интересует, что сейчас происходит. Сейчас наш стратосферный аппарат уже падает. То есть он достиг максимальной высоты 31 500, порядка 10 минут назад. Да, сейчас он, получается, снижается, и сейчас высота 12 700. So our spacecraft has reached maximal altitude as 31 and 500 meters. So right now 31 it's kilometers, yeah. 31 kilometers, 500 meters, yeah, and now it's decreasing. So right now the altitude is 12 and 700 meters. Okay. So we see it through the telescope, and we received signals from it on all the trajectory. И где оно будет, пойдет примерно? По прогнозам, приземление состоится, получается, в радиусе 10 километров от нас, на другом берегу реки Лена. Около села Фототчук. I think it will land in 10 kilometers away from here on the across the river, the other shore of the river Lena, next to one village, which is called Khotokchuk. It's about 10 kilometers from here. And I think there is a rescue and retrieval missions already at foot. Поедет, да? Буду искать. I think Mr. Martin is actually giving this rescue mission, organizing rescue mission. So he's going to get this device brought to us intact, I hope. Мне бы еще хотелось в заключение сказать несколько слов. Было много сказано слов о том, как хорошо, что дети занимаются наукой, постигают новые вершины, о том, что мы развиваем международное сотрудничество. Это все очень хорошо, и хочется поблагодарить Василия Климовича, Владимира Анатольевича за то, что получилось провести эту школу. Но мы забываем об одной важной вещи. Что важнее всего в этой жизни? Важнее всего в этой жизни это приключения. С такими вот проектами это настоящее приключение, это адреналин, это бессонные ночи перед запуском, волнение. Потом раз оно полетело, сердце твое бум-бум-бум-бум-бум. Потом это и спасательная операция, разбор ошибок, разбор того, что получили. Вот. И самое главное, что в таких бессонных ночах куется дружба и связи между людьми. Поэтому, ребята, вы прошли через приключения, теперь вам будет что рассказать другим. Okay, yeah, and I'd like to say that it has been said a lot about science, about practical education, about international collaboration. So that's a very good thing, and I'd like to say some words of gratitude to Dr. Pavlov and Dr. Igorov for organizing of that project school. But I want to add something. We forget about the most important thing. So the most important thing in life is adventures, yeah. And this was a really good adventure. So adrenaline, nights without sleep, so worries and high heart rate,
before the launch, and after that it's retrieval, rescue operations, data analysis, and conclusions, and so on and so on. So you went through the really nice and good adventure, and the adventures makes friends, yes, and Also make friends. and right now you have something to say other people. Okay. Excellent. That's it. Большое спасибо, что присутствовали на сегодняшнем мероприятии. Нам необходимо закругляться. Почему? Потому что нам еще нужно найти наш стратосферный спутник. Сейчас отправляется команда на его поиски, и, надеюсь, в течение 2-3 часов мы его найдем. Всем большое спасибо. Давайте похлопаем друг другу, мы большие молодцы.